В Якутии пришло время собирать арбузы. Экзотические для региона вечной мерзлоты ягоды выращивают не в теплицах, а в открытом грунте. И получаются они, уверяют фермеры, вкуснее, чем астраханские. Об экспериментах в зоне рискованного земледелия узнал Сергей Анцигин. На следующей неделе данное похолодание, поэтому приняли политическое решение сорвать младшего брата сурового якутского арбуза. Бахчевые в теплицах якутских дачников уже так себе сенсация. Выращивать арбузы в оранжереях научились даже российские полярники в Антарктиде. Впрочем, сельхозрекорды семейной фермы в пригороде Якутска – совсем другое дело. Урожаи теплолюбивые ягоды здесь собирают с открытого грунта и в промышленных масштабах. Давайте разрежем. Хруст арбузной корки фермер Артур впервые услышал в солнечном Узбекистане. В конце 90-х он вместе с родителями перебрался в самый холодный российский регион Якутию, и наперекор здешнему климату его отец, по образованию авиаинженер, решил удивить всех дипломированных агрономов. Здесь очень жаркое, сухое лето, как в Узбекистане жара, солнце и сухость. И тогда у него впервые закралась мысль, что здесь можно что-то вырастить. Эксперименты на якутской бахче семейство М проводило 4 года. Все это время начинающие аграрии терпеливо подбирали сорта и в поисках технологий тщательно штудировали научную литературу. Без теплицы в экстремально холодную зиму не обойтись. Здесь готовят арбузную рассаду. А летом, когда столбики термометров показывают 45 градусов, но со знаком плюс, плоды созревают исключительно под открытым небом и в размерах порой не уступают конкурентам из Астрахани и Ташкента. Сейчас, когда в республике снова прохладно и для бахчевых, казалось бы, не сезон, спрос на любимое лакомство еще не остыл. Загадка в том, что наши арбузы идут с грядки, свежие. Этим, конечно, они очень сладкие, такие же, как астраханские, только свежестью отличаются. Адаптировать сельскохозяйственные культуры к местному и не менее суровому климату стремятся и в Магаданской области. Но царем экспериментальных полей здесь остается картофель. За долгие годы ученые-селекционеры вывели уже 3 сорта, наиболее стойких к условиям северных широт. Самым продуктивным из них оказался картофельный гибрид колымский. Расчетная урожайность 43,5 тонны с гектара, и это почти втрое больше того, что по итогам сезона собрали даже в образцовых фермерских хозяйствах. Несмотря на успехи в научных изысканиях, сотрудники регионального НИИ сельского хозяйства продолжают работу над выведением других гибридов самого популярного овоща – клубни колымского сорта, эталон для жесткого отбора на полях. Гибрид может быть и хороший, и красивый, и урожайный, а попробуешь, а его есть нельзя. У нас было такое, что просто горькие были клубни. И, естественно, мы их отбраковали, хотя урожайность была вообще бешеная. Чтобы вывести новые сорта картофеля, понадобится не меньше 8 лет. И те, что уже зарекомендовали себя на полях-питомниках, ученые готовы передать на пробу магаданским агропромышленникам. Колыма, как и соседняя Якутия, находится в зоне рискованного земледелия, а потому доля привозных овощей и фруктов здесь традиционно высока. При этом за успешными попытками вырастить даже нетипичные для холодных регионов культуры пристально следят многие местные фермеры. В перспективе, считают они, это поможет снизить зависимость труднодоступных дальневосточных территорий от северного завоза. Сергей Анцигин, Максим Минцев и Роман Кутуков. Дальневосточное бюро НТВ.